Памятный митинг, посвященный годовщине вывода войск из Афганистана, прошел сегодня в столице Коми. Вспомнить тех, кто не вернулся из горячих точек, пришли родные, боевые товарищи, ветераны и руководство региона. На встрече не было официальных речей. Дата связана со скорбью, потому звучала траурная музыка и троекратные залпы. Красные розы и гвоздики традиционно возложили к памятнику воинам-интернационалистам и мемориалу «Вечная слава». Напомним, 15 февраля 1989 года закончился вывод советских войск из Афганистана. Позже этот день стали официально считать днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. По подсчетам историков, после Второй мировой войны 1,5 миллиона наших соотечественников стали участниками более чем 30 вооруженных конфликтов. Погибли 25 тысяч человек. В Коми из Афганистана не вернулись домой 80 бойцов. Это рана, которая никогда не зарастет, отметил глава Коми уже после митинга на встрече с воинами-интернационалистами. Несмотря на все невзгоды, через которые каждому из вас пришлось пройти, объединяющим является сегодняшняя жизнь, память о тех, с кем делили будни военные. Ну и все равно сегодня это воинское братство, боевое братство. Это самое главное, что жизнь не разбросала, не растеряли чувство локтя, чувство товарища. Это очень важно. И особенно важно, что не замкнулись только на своих переживаниях, на своих воспоминаниях, а активно участвуете в жизни республики. Как отметил на встрече Владимир Уйба, участники войны в Афганистане были в числе самых активных инициаторов создания Координационного совета по делам ветеранов при главе Республики Коми. Сегодня он работает, а принимаемые на Совете решения основываются на предложениях ветеранов и становятся поручениями правительству региона. Так, по инициативе афганцев в республике учрежден День ветеранов боевых действий. В прошлом году его впервые официально отметили. Еще одно важное совместное решение – разработка плана мероприятий по поддержке ветеранов боевых действий. Он был утвержден в августе прошлого года. Отдельно хочу поблагодарить всех вас за работу с молодежью. Это один из самых для меня важных, насущных и вопросов будущего нашего. Потому что как мы сегодня воспитаем наших детей, и не детей, а подростков, которые растут рядом с нашими детьми. Так мы будем жить с вами в старости. И это очень важно, чтобы молодежь не пила пиво на вечном огне, а считала это подлостью и низостью. И вот в этом наша с вами задача, там, где просмотрели, объяснять по-мужски, что это недопустимо, если папа с мамой не научили, что такое хорошо, что такое плохо. На обоих мероприятиях также работала съемочная группа телеканала Russia Today. Журналисты готовят материал про нашу республику и главу региона Владимира Уйба. Подробностей коллеги раскрывать не стали.